Мы живем в самое благополучное время во всей человеческой истории. Мы окружены большим изобилием и богатством, чем когда-либо прежде. Ваша цель должна состоять в том, чтобы полностью воспользоваться плодами того, что многие называют «золотым веком человечества». Деньги имеют собственную силу. Они значительно легче и быстрее приходят к тем, кто умеет обращаться с ними сознанием дела. Деньги широкой рекой текут к людям, которые могут использовать их самыми продуктивными способами для производства ценных товаров и услуг, и кто умеет вкладывать их в создание рабочих мест и ценностей на благо общества. В то же самое время деньги уплывают от тех, кто использует их неудачно или тратит их неправильно. Ваша работа должна приносить так много денег, как вы действительно можете заработать. Затем вы должны использовать все эти деньги для улучшения качества вашей жизни и жизни тех, о ком вы заботитесь. В этой книге я открою вам 21 непреложный закон денег. Вы узнаете, как получить много денег и правильно ими распоряжаться. Первое. Закон причины и следствия. Все имеет свою причину. Причина есть у каждого следствия. Это основной закон общественного мироустройства. Этот закон утверждает, что мы живем в мире, в котором все закономерно и ничего не бывает случайным. Все имеет свою причину, независимо от того, знаем мы о ней или нет. Каждый успех или неудача, богатство или бедность имеет свою определенную причину или несколько причин. С другой стороны, каждое наше действие или поступок влечет за собой какое-либо следствие, независимо от того, видим ли мы его или еще нет, нравится нам это или нет. Закон причины и следствия применим к деньгам так же, как и ко всему остальному. Согласно этому закону, все достижения, богатство и процветание – прямые или косвенные следствия определенных причин, то есть наших действий и поступков. Финансовый успех – это ведь тоже результат. Он проистекает из неких особых причин. Вам надо установить эти причины и воплотить их в вашей собственной деятельности. Если вам ясен результат, которого вы хотите достичь, значит, вы сможете этого добиться. Изучите опыт других людей, которые достигли успеха, и делайте то же, что сделали они. Вы получите те же самые результаты, как и сотни тысяч и даже миллионы людей до вас. Вы можете получить любую сумму денег, которую только захотите, если сами повторите то, что сделали другие. А если ничего не делать, то ничего и не будет. Это же так просто. Самое важное уточнение этого универсального закона. Мысли являются причинами, а ваше положение является результатом. Другими словами, мысли материальны. Они первоочередные творческие силы в вашей жизни. Вы создаете мир вокруг себя таким, как вы о нем думаете. Все люди и ситуации в вашей жизни были созданы вашим собственным мышлением. И когда вы изменяете свое мышление, вы изменяете всю вашу жизнь, иногда за секунды. Самый важный принцип личного и делового успеха – вы становитесь тем, кем вы себя представляете большую часть времени. Не мир вне вас диктует вам обстоятельства или условия. Напротив, мир внутри вас задает все условия вашей жизни. Определяющее влияние на ваше поведение оказывает даже не то, какие события с вами происходят, а то, как вы сами оцениваете эти события
и реагируете на них. В частности, именно то, как вы относитесь к деньгам, в значительной степени определяет ваше финансовое положение на сегодняшний день. Точный диагноз – это уже половина лечения. Взгляните на самое важное составляющее вашей жизни – ваша семья, здоровье, работа, достаток. А теперь обратите внимание на причинно-следственную связь между тем, что вы думаете, говорите и делаете, и тем, какие результаты вы при этом получаете. Будьте честны сами с собой, и вы увидите, что это напрямую зависит друг от друга. Видите? Второй закон – закон веры. Реальность для вас – это то, во что вы сами искренне верите. Этот закон утверждает, что вы всегда поступаете согласно вашим убеждениям. Самое сильное из них – ваше «я», представление о самом себе. Ваши убеждения действуют словно фильтры, которые не пропускают информацию, не согласующуюся с ними. Вы не обязательно верите тому, что вы видите, скорее, вы видите то, во что вы хотите верить. Вы подсознательно отклоняете информацию, которая противоречит вашим убеждениям, независимо от того, основаны ли они на реальных фактах или это только лишь фантазии. Особенно это касается денег. Лучшая вера, которая может быть у вас, это вера в успех, в ваше высокое предназначение. Когда вы абсолютно убеждены, что станете удачливым в финансовом отношении, вы будете поступать так, что действительно достигнете этого. Хуже всего верить в то, что будто вы не сможете чего-то добиться. В этом случае вы заранее ограничиваете свои возможности и тем самым лишаете себя будущего. Факт остается фактом. Нет никого лучше, чем вы. И нет никого более ловкого, чем вы. Если кто-то добивается еще большего успеха, то только потому, что он развил свои природные таланты и способности больше, чем вы. Он раньше постиг законы причины и следствия, которые управляют нашей жизнью и финансами. Но все, что уже сделал кто-то другой, вы, очевидно, тоже можете сделать. Нужно только научиться, как это сделать. О чем бы великом вы осмелились мечтать, если бы знали, что не потерпите удачу? Если бы вы не имели никаких ограничений, а имели бы все – талант, способности, время, деньги и связи, все, что вы могли когда-либо желать, чем бы вы тогда хотели заниматься, кем быть, что иметь в своей жизни? Третий закон. Закон ожидания. Все, чего вы ожидаете, обязательно сбудется. Вы всегда сами предсказываете свое собственное будущее, определенным образом программируете его тем, как вы думаете и что говорите о предстоящих событиях. Когда вы твердо ожидаете, что случится что-то хорошее, то, как правило, с вами случаются приятные вещи. Если вы ждете чего-то негативного, то именно это вы получаете. Богатые люди надеются и дальше быть богатыми. Успешные люди надеются и дальше быть успешными. Счастливые, популярные люди надеются остаться счастливыми и популярными. Однако все ваши ожидания и надежды находятся в значительной степени под вашим контролем. Надейтесь на лучшее. Вообразите, что вы имеете неограниченные способности и можете достигнуть всего, чего пожелаете. Ваше будущее ограничено
только вашим собственным воображением. Представьте себе, все, чего вы уже достигли, это только малая частица того, на что вы способны. Все самое лучшее впереди. А то, что случалось с вами до сих пор, было пока просто подготовкой к грандиозным делам, которые обязательно свершатся. 4. Закон притяжения. Вы являетесь живым магнитом. Вы неизменно притягиваете к себе людей, ситуации и обстоятельства, которые гармоничны с вашими мыслями. Это один из главных общечеловеческих законов. Он в значительной мере объясняет причины успеха и неудачи в деловой и личной жизни. Все, что вы имеете в жизни, вы сами привлекли к себе силой мысли. Вы можете изменить вашу жизнь ровно настолько, насколько вы можете изменить образ ваших мыслей. Когда вы развиваете в себе жгучее желание финансового успеха и думаете об этом все время, вы словно заряжаете окружающее пространство положительной эмоциональной энергией. И она притягивает к вам людей, идеи и возможности, которые помогут воплотить ваши стремления в реальность. Взгляните на ваше финансовое положение сегодня и оцените, как оно гармонирует с вашими мыслями. Сначала вспомните свои достижения, удачи, приобретения, все лучшее и светлое в вашей жизни. Все это пришло к вам не просто так, а повинуясь силе ваших желаний. Теперь посмотрите вокруг на то, что вам не нравится, и также осознайте свою полную ответственность за все это. Все неурядицы в вашей жизни вызваны путаницей и изъянами вашего собственного мышления. Что является главными недостатками для вас? И что вы собираетесь с ними делать? 5. Закон соответствия. Окружающая реальность – это отражение нашего внутреннего мира. Она полностью соответствует нашим истинным стремлениям и чаяниям. Этот закон, так же как и предыдущий, не поддается простому и рациональному объяснению. Однако он действует неотвратимо и предопределяет все, что с нами происходит. Сила и мощь этого закона подобна величию Гималаев. После нескольких лет изучения этого феномена я все еще трепещу перед ним. Только подумайте, вы сами создаете мир вокруг вас. Только от вас зависит, каким он будет. Ничто не может случиться с вами в ближайшей перспективе, если вы сами этого не позволите. Потому что если вы хотите улучшить что-нибудь в вашей жизни, вы должны начать с изменения внутренних аспектов вашего сознания. Вы обязательно должны создавать в своем уме проекты того, чего вы хотите добиться. Иногда это называют умственным моделированием. Проверено и доказано. Вы никогда не достигнете какого-либо результата в реальности, пока сначала не испытаете его внутри себя. Это можно сравнить с тем, как будто вы стоите в центре круглой комнаты, все стены которой сплошное зеркало. Куда ни посмотрите, везде вы. Все вокруг отражает вас, ваше настроение и отношение к происходящему. Так и в реальной жизни. Ваше здоровье, ваши достижения и финансовое положение – это отражение хода ваших мыслей. Закон соответствия – основа принципов практически всех религий и духовных школ. Это путь к личной свободе и счастью. Это ключ
к большому успеху и исполнению желаний. Есть только одна вещь в мире, которую вы должны контролировать. Это ход ваших мыслей. И вот когда вы возьмете под контроль свои мысли, вы будете определять аспекты, все аспекты вашей жизни. Постоянно продумывая и проговаривая то, чего вы хотите, отбрасывая мысли и разговоры о том, чего вы не хотите, вы станете настоящим архитектором своей судьбы. Вы сотворите ваш мир. 6-й закон – закон изобилия. Вокруг нас достаточно денег. Они доступны, и их хватит на всех, кто действительно хочет разбогатеть и готов работать для этого. Мы живем на щедрой земле, и со всех сторон нас окружают различные блага цивилизации. Мы можем иметь сколь угодно много денег и приобрести все, что мы действительно желаем и в чем нуждаемся. Главным залогом того, станете ли вы богатыми или нет, будет только ваш собственный выбор, ваше отношение к деньгам. Первое следствие закона изобилия утверждает: хочешь быть богатым – будем. Люди становятся богатыми, потому что они сами так решают. Они убеждены, что смогут иметь много денег, полностью верят этому и ведут себя соответственно. Они последовательно делают шаги, которые превращают их веру в реальность. Второе следствие этого закона: пока ты сам не решишь стать богатым, ты останешься бедным. В книге Марка Фишера «Секрет миллионера» есть очень показательный эпизод. Студент обращается к миллионеру: «Посоветуйте, как мне заработать миллион?» В ответ миллионер спрашивает юношу: «А почему ты до сих пор не богат?» Это действительно важный вопрос, и каждый из нас должен задавать его самому себе. Однако ваши ответы откроют много интересного. Вы сами подвергнете сомнению ваши былые убеждения, доводы и опасения. Почему вы еще не богаты? Запишите все причины, которые вы найдете. А теперь покажите этот список другу или близкому человеку, который хорошо знает вас, и спросите его мнение. Вы наверняка будете удивлены, но вы обнаружите, что все эти причины главным образом простые оправдания, за которые вы пытаетесь спрятаться. Вы можете и должны избавиться от любых отговорок, забыть про все мнимые препятствия. В мире есть тысячи людей, которые преодолели гораздо большие трудности, чем вы даже можете себе представить, но достигли богатства и успеха. Значит, вы тоже можете это. 7-й закон. Закон обмена. Деньги – это средство, при помощи которого люди обменивают свое участие в производстве товаров и услуг на товары и услуги, произведенные другими. До появления денег был бартер. Люди напрямую обменивали товары на товары и услуги на услуги. Поскольку цивилизация развивалась и бартер стал слишком неудобным, люди решили, что они могут обменивать свои товары и услуги на монеты, которые потом можно обменять на другие товары и услуги. Таким образом, процесс обмена стал более эффективным. Сегодня мы идем на фабрику или в офис и обмениваем нашу работу на деньги, которые потом используем для того, чтобы купить результаты работы других людей. Первое следствие закона обмена. Деньги – это мера, которой люди оценивают товары и услуги. Товары и услуги
сами по себе не имеют отдельной, заранее установленной ценности. Ценность чего-либо всегда субъективна. Она определяется только тем, сколько человек согласен за это заплатить, то есть мнением и отношением покупателя. Второе следствие этого закона. Ваша рабочая сила оценивается другими людьми как один из факторов производства. Каждый из нас обычно рассматривает собственную работу, затраченные усилия, пот на лбу, как что-то уникальное и бесценное. Это очень индивидуально и определяется нашими личными представлениями о самом себе. Однако все остальные полагают, что ваша рабочая сила – это только товар, который имеет свою стоимость. Кем бы мы ни были, предпринимателем или наемным работником, и какую бы работу мы ни выполняли, мы всегда хотим получить больше при наименьших затратах. По этой причине вы не можете объективно определить ценность вашей собственной рабочей силы. Ее назначат только те люди, которые пожелают платить за ваш труд на конкурентоспособном рынке. Это в конечном итоге и покажет, сколько вы зарабатываете и чего стоите в денежном выражении. Третье следствие этого закона. Сумма денег, которую вы зарабатываете, это мера ценности вашего труда. Принцип действия рынка труда весьма прост. Ваша зарплата всегда будет колебаться в прямой зависимости от 3 факторов. Какую работу вы делаете, как хорошо вы ее делаете и трудно ли вас заменить. Уровень вашей зарплаты будет прямо пропорционален количеству и качеству вашего труда по сравнению с трудом других сотрудников. Четвертое следствие закона обмена. Деньги – результат, а не причина работы. Ваша работа, ваш вклад в создание нового продукта – это только причина, по которой вам что-то заплатят. А вот конечным результатом работы станет конкретный заработок, доход, полученный вами. Если вы желаете увеличить результат, вы должны увеличить причину. Пятое следствие закона обмена. Чтобы увеличить сумму денег, которую вы получите, вы должны увеличивать ценность работы, которую вы выполняете. Чтобы зарабатывать больше денег, вы должны улучшать производительность и продуктивность своего труда. Вам надо пополнять свои знания, повышать квалификацию, работать более творчески. Может быть, придется работать дольше, чем обычно, в более сложных условиях или в ночные часы. Иногда вы должны сделать все это вместе. Самые высокооплачиваемые люди в бизнесе – те, кто непрерывно улучшает все эти показатели и тем самым добавляет большую ценность своей работе. 8-й закон – закон человеческого капитала. Ваш самый ценный в денежном выражении актив – это ваши умственные и физические способности, ваше умение зарабатывать. Знайте, даже если вы еще не богаты, вы уже имеете в себе ценный потенциал, вашу способность работать, производить ценные товары и услуги. Используя ее в полной мере, вы можете зарабатывать $1000 каждый год или даже каждый месяц. Таким образом, вы сможете получить достаточные деньги, чтобы заплатить за все вещи, которые хотите иметь в жизни. Сумма денег, которую вам платят сегодня, прямая мера того, в какой степени вы уже развили вашу способность результативно трудиться. Первое следствие закона человеческого капитала – ваш самый драгоценный ресурс – ваше время.
Когда вы устраиваетесь на любую работу, вы в полном смысле слова продаете свое время. Ваша зарплата в значительной мере зависит от того, как много полезной работы вы успеваете сделать за тот или иной период времени. Неумение правильно распределять свое время – одна из главных причин плохой производительности труда и слабых результатов во всех сферах деятельности. Это проблема номер один и для руководителей, и для подчиненных. Второе следствие закона. Время и деньги могут быть растрачены, а могут быть вложены. В некоторой степени время и деньги аналогичны друг другу. Если вы тратите их, они уходят навсегда, и вы не сможете их вернуть. Они становятся вашим убытком, пустыми затратами. С другой стороны, вы можете вложить их, и тогда они вернутся. Так будет продолжаться снова и снова. Если вы вкладываете ваше время и деньги в то, чтобы стать более компетентным и более квалифицированным специалистом, вы можете увеличить ценность вашей рабочей силы. Тогда вы сможете больше зарабатывать, и к вам ручьем хлынут новые деньги. Существует очень простое, но эффективное правило. Каждый месяц вы должны вкладывать 3% вашего дохода в свое личное и профессиональное развитие. Так вы получите новые важные знания и навыки, а ваша работоспособность многократно повысится. Безусловно, лучший вид инвестиций – это вложение в себя, в собственное образование. Все богатые и успешные люди рано или поздно поняли это, а все бедные и неудачливые только пытаются понять. Третье следствие этого закона. Используйте ваше время и деньги для того, чтобы увеличить результативность вашего труда. Главная цель стратегического планирования в экономике состоит в том, чтобы увеличить рентабельность капиталов. Коммерческая компания должна организовать свою деятельность так, чтобы ее инвестиции быстро возвращались и приносили прибыль. У каждого конкретного человека есть свой личный капитал, его интеллектуальные и профессиональные способности. Ваша работа должна обеспечить самую быструю отдачу с этого капитала, то есть ваши затраты и усилия должны окупаться. Определите, как наиболее рационально использовать ваше рабочее время. Старайтесь больше и чаще выполнять самую ценную работу, то есть ту, которая приносит самые важные результаты и обеспечивает максимальное вознаграждение. Непрерывно ищите способы, как наиболее эффективно расходовать вашу энергию. Девятый закон – закон перспективы времени. Самые успешные люди в любой области всегда просчитывают свои шаги далеко вперед, когда принимают решения. Чем выше человек поднимается по служебной лестнице в бизнесе или в политике, тем длиннее перспектива времени, которую он учитывает и на которую планирует свои действия. Люди, достигшие самого высокого социально-экономического положения, порой начинают проекты, которые, может быть, не окупятся за много лет, а иногда и вовсе не окупятся при их жизни. Люди, которые нацелены на будущее, желают заплатить цену успеха задолго до того, как они его достигнут. Они всегда стараются предугадать, к каким последствиям приведут их нынешние финансовые решения через 5, 10, 15 и даже 20 лет. Люди из низов общества имеют наикратчайшие перспективы времени. Они думают прежде всего о сиюминутной выгоде и берутся только за ту работу, которая сулит немедленное вознаграждение. Как правило, такая стратегия гарантированно ведет к бедности, долгам и вечной нехватке денег.
вы начнете подниматься вверх к общественному признанию и высоким доходам только в том случае, когда будете думать о долгосрочных результатах ваших действий. Если вы уверенно смотрите в будущее, планируете свои финансовые операции, ставите перед собой амбициозные цели, вы будете принимать более разумные решения, и дела очень скоро пойдут в гору. Первое следствие закона перспективы времени. Готовность ждать результата – ключ к конечному финансовому успеху. Проявите самообладание и самоконтроль. Будьте готовы пойти на жертвы сейчас, чтобы иметь перспективы и получать отдачу в будущем. Именно так вы заложите фундамент вашего процветания на долгое время. Это утверждение относится ко всем достижениям в финансовой сфере. Второе следствие закона перспективы времени. Самодисциплина – наиболее важное личное качество для того, чтобы обеспечить долгосрочный успех. Само слово «дисциплина» было определено Альбертом Хаббардом много лет назад как способность заставить себя сделать то, что вы должны сделать, именно тогда, когда вы должны это сделать, независимо от того, нравится это вам или нет. Ваша способность заставить себя оплатить цену успеха авансом и продолжать платить до тех пор, пока вы не достигнете цели, является истинной отличительной чертой победителя. Третье следствие этого закона. Жертвуя чем-либо сейчас, вы платите за ваше благополучие в будущем. Ключевое слово здесь «жертвовать». Делайте не то, что хочется, а то, что нужно, и вы сможете закалить свою волю и характер. Делу время, потехе час. Не растрачивайте свой потенциал на тусовки и телевизор. Это неверная дорога. Она не приведет ни к чему хорошему. Только в том случае, если вы пересилите в себе искушение искать легких путей, а взамен этого сделаете шаги, которые являются трудными, но необходимыми, вы станете преуспевающим человеком. Это практически обеспечит вам достаток и лучшую жизнь. 10-й закон – закон экономии. Любой человек обязательно достигнет финансового благополучия, если на протяжении всей жизни будет экономить 10 или более процентов своих доходов. Вам необходимо развить в себе привычку после каждой зарплаты отделять некоторую ее часть и вкладывать эти деньги под проценты. Сбережения сегодня – это гарантия безопасности завтра. Первое следствие закона экономии пришло из книги Джорджа Классона «Самый богатый человек в Вавилоне». Заплатите сначала себе. Начните сегодня же экономить 10% вашего дохода и никогда не касайтесь их. Это ваш фонд для долгосрочного накопления. Он обеспечивает ваше финансовое будущее. Удивительно, но когда вы платите сначала себе и вынуждаете себя жить на оставшиеся 90%, вы скоро привыкнете к этому. Многие люди начинали экономить по 10%, а затем поднимали эту планку до 15, 20% и даже больше. И у них действительно появились деньги, а расходы стали распределяться более эффективно. Так же будет и у вас. Второе следствие закона экономии. Используйте те деньги, которые вы сэкономите, чтобы обеспечить свое будущее. Выберите надежный пенсионный фонд, откройте там специальный счет и начните каждый месяц откладывать на него 10% вашего дохода. Делайте эти взносы так же регулярно и аккуратно, как вы платите за квартиру или за проценты по кредиту. Эти вложения выгодны еще и тем, что они не облагаются налогами. Если у вас маленькая зарплата или большие долги, и 10% для вас слишком много,
Экономьте для начала только 1% и живите на другие 99%. Когда вы привыкнете жить на 99% вашего дохода, увеличивайте норму экономии до 2%. Еще через какое-то время постарайтесь поднять планку до 5% и, наконец, до 10%. 11-й закон – закон сохранения. Ваше финансовое будущее определяет не то, сколько вы зарабатываете, а то, сколько вы сохраняете. Большинство людей зарабатывают за свою жизнь довольно много денег. Иногда, в особенно благоприятные периоды, люди переходят границы своих ожиданий и получают даже больше, чем они когда-либо могли мечтать. Но истинная мера того, как хорошо вы действительно зарабатываете, это то, сколько у вас остается на себя. Что-то вы неразумно растратите, а что-то будет потеряно из-за экономических спадов или финансовых кризисов. Между тем, все успешные люди очень внимательно относятся к своим капиталам. Как правило, им удается в любых обстоятельствах приумножать свое состояние, а не транжирить его. Вычислите ваш истинный собственный капитал на настоящий момент. Составьте список всех ваших активов и оцените, сколько они стоят в денежном выражении, то есть какую сумму вы могли бы фактически получить, если бы сегодня должны были быстро продать все это. Подсчитайте стоимость вашего имущества, ваши вклады и накопления. Вычтите из этой суммы ваши долги и обязательства, и вы получите чистую денежную ценность на сегодняшний день. Теперь разделите эту сумму на число лет, которые вы проработали. Полученный результат – количество денег, которое вы фактически зарабатывали каждый год после вычета всех затрат на проживание. Действительно ли вы удовлетворены этим? Если нет, начните что-то предпринимать уже сегодня. 12-й закон – закон Паркинсона. Расходы повышаются наравне с доходами. Это один из самых известных и самых важных законов накопления богатства и использования денег. Он был выведен английским писателем С.Н. Паркинсоном много лет назад и наглядно объясняет, почему большинство людей остаются бедными. Закон Паркинсона утверждает: независимо от того, сколько бы денег ни зарабатывал человек, он все равно потратит их все, и даже немного больше. Если ваши доходы повышаются, то ровно настолько же увеличатся и ваши расходы. Многие люди сегодня получают в несколько раз больше, чем в начале своей карьеры. Тем не менее, они все равно вынуждены считать каждую копейку, чтобы поддерживать растущий уровень жизни. Сколько бы они ни зарабатывали, им всегда кажется, что этого будет недостаточно. Первое следствие закона Паркинсона гласит: вы сможете добиться финансовой независимости только в том случае, если нарушите закон Паркинсона. Когда вы будете способны развить в себе достаточную силу воли и сопротивляться мощному соблазну потратить все, что вы зарабатываете, вы начнете накапливать деньги, и ваш капитал станет увеличиваться. Второе следствие закона Паркинсона. Если ваши расходы увеличиваются медленнее, чем ваш доход, а остаток вы экономите или вкладываете в дело, вы станете материально независимым в течение всей вашей рабочей жизни. Я называю это клин. Постарайтесь вбить клин между вашими доходами и затратами. Не допускайте, чтобы рост первых приводил к разбуханию вторых. Разницу сэкономите и вложите в инвестиции. Таким образом, у вас будет оставаться больше денег, и вы сможете улучшить ваш образ жизни.
Сознательно нарушая закон Паркинсона, вы в конечном итоге станете материально обеспеченным человеком. С этого момента и впредь твердо решите для себя: когда ваш доход из любого источника вырастает, 1/2 этого увеличения вы будете экономить и класть в банк, и только другую позволите израсходовать на себя. Учитесь жить посредством. В вашем распоряжении останутся целых 50%. Вот их-то вы можете тратить как пожелаете. 13-й закон. Закон безопасности. Есть 3 кита финансовой безопасности: сбережение, страхование и инвестирование. Одна из ваших главных обязанностей состоит в том, чтобы всегда иметь для вас и вашей семьи определенный финансовый резерв, в пределах которого вы можете чувствовать себя в безопасности от различных рисков и потерь, возможных в наше время для подавляющего большинства людей. Существует 3 способа, при помощи которых вы сможете избежать этих рисков: сбережение, страхование и инвестиции. Первое следствие закона безопасности. Чтобы полностью быть защищенным от всяких неожиданностей, добивайтесь того, чтобы у вас всегда имелись свободные сбережения в объеме 2-6 месяцев нормальных расходов. Вам всегда нужно иметь достаточно денег на тот случай, если вы потеряете работу и у вас полгода не будет никаких источников дохода. Осознание того, что у вас сохраняется определенный запас, сделает вас намного более уверенным в себе человеком, добавит вам внутреннее спокойствие. В противном случае вам придется жить от зарплаты до зарплаты. Вы будете постоянно думать о деньгах и волноваться всякий раз, когда собираетесь в магазин за продуктами. Второе следствие этого закона. Вы должны соответствующим образом застраховаться, чтобы защитить себя от любого критического положения. В любой момент вашей жизни может произойти такая ситуация, когда вам придется нести значительные непредвиденные расходы, и вполне может статься, что вы не сможете заплатить по счету. Всегда имейте в наличии достаточное количество страховок, и вам не придется беспокоиться об этом. Обеспечьте себе достойное страхование здоровья на случай внезапной болезни. Застрахуйте свое имущество от пожара и хищения, а автомобиль от столкновения. Застрахуйте вашу жизнь, и если с вами произойдет самое неприятное, то люди, которые рассчитывают на вас, будут обеспечены средствами к существованию. Возможно, самая глубокая потребность человеческой породы – желание безопасности. Но без достойного страхования вы постоянно подвержены такому риску, который разумный человек просто не может себе позволить. Третье следствие этого закона. Копите деньги и создавайте свой капитал, пока вы можете работать. Ваша жизнь условно делится на 3 периода, которые плавно сменяют друг друга. Сначала это ваши годы обучения, когда вы растете и получаете образование. Потом следуют годы приобретения, приблизительно от 20 до 65 лет, время зрелости и активной производительной жизни. Наконец, после увольнения наступают годы угасания. Учитывая среднюю продолжительность жизни сегодня, это где-то до 80 лет и старше. Конечно, для каждого человека эти границы всегда индивидуальны. Наиболее простая и эффективная из всех финансовых стратегий – понемногу экономить и откладывать деньги на протяжении всей своей рабочей жизни. Пока вы достаточно зарабатываете, вы можете начать формировать ваши активы и рационально ими управлять.
Сначала, когда вы молоды и дееспособны, эти вложения еще не будут приносить большого дохода. Но со временем они вырастут и станут для вас значительным подспорьем. Казалось бы, это элементарная линия поведения – обеспечить себе достойную старость. Однако очень немногие ей следуют. В результате к 60 годам большинство людей располагают весьма незначительными сбережениями и реально могут рассчитывать только на органы социального обеспечения. Не позвольте такому случиться с вами. 14-й закон – закон мониторинга. Внимательно изучите то дело, куда вы собираетесь вложить свой капитал. Это один из наиболее важных законов. Вы должны потратить на сбор информации об условиях инвестирования не меньше времени и сил, чем вы тратите на то, чтобы заработать ваши деньги. Только в этом случае вложение будет удачным. Никогда не спешите расставаться с деньгами. Вы слишком долго и тяжело трудились, чтобы заработать и накопить их. Исследуйте каждый аспект инвестирования задолго до того, как его сделать. Попросите раскрыть все детали, требуйте полную, точную и адекватную информацию относительно всех условий хранения и возврата средств. Если у вас появляются любые сомнения или мрачные предчувствия, оставьте деньги в более надежном месте. Лучше немного подождать с инвестициями, чем жить в постоянном страхе их потерять. Первое следствие этого закона – потерять деньги легче всего. На современном рынке, в условиях жестокой конкуренции, очень тяжело зарабатывать деньги, а вот потерять их – это самое простое, что вы можете сделать в жизни. Японская пословица говорит: добывать деньги – это все равно, что выкопать яму гвоздем, а тратить деньги – все равно, что вылить воду в песок. Второе следствие этого закона сформулировал миллиардер Марвин Дэвис. На вопрос журнала Forbes, каких правил он придерживался, чтобы заработать свое состояние, Дэвис ответил, что имеет одно простое правило – не терять деньги. Если есть вероятность, что вы потеряете ваши деньги, не расставайтесь с ними ни в каком случае. Это руководство настолько важно, что вы должны записать его и поместить на видное место. Читайте и перечитывайте это как можно чаще. Поймите, ваши деньги – это часть вашей жизни. Вы должны были потратить несколько месяцев и даже лет, чтобы отложить определенную сумму на сбережения или инвестиции. Эти усилия невосполнимы. Это время – часть вашей драгоценной жизни, которая ушла навсегда. Не разбрасывайте результаты собственного труда, и вы станете богатым. Третье следствие закона мониторинга. Если вы думаете, что можете позволить себе потерять немного, то в итоге потеряете гораздо больше. Это относится к тем людям, которые считают, что денег у них достаточно, и они могут рискнуть. И если немного потеряют, то это не очень страшно. Вспомните старую пословицу: «Дурак и его деньги скоро расстанутся». Есть другое высказывание. Когда человек с опытом встречает человека с деньгами, человек с деньгами получит опыт, а человек с опытом получит деньги. Всегда спрашивайте себя, что случится, если бы вы потеряли 100% предполагаемых вложений. Вы сможете обойтись без них и забыть про эти деньги? Если не сможете, никогда не делайте таких вложений. Четвертое следствие закона мониторинга. Делайте вложения только в лучшие компании, которые уже зарекомендовали себя на рынке. Ваша цель – вкладывать капитал только в успешные и стабильные предприятия, чтобы ваш финансовый риск был минимальным. Не доверяйте деньги кому попало.
Если вы когда-нибудь почувствуете, что вас пытаются соблазнить сомнительными предложениями, откажитесь и вернитесь назад. Лучше просто сохранить то, что уже имеете. Вкладывайте капитал только в те области, в которых вы полностью разбираетесь. Слушайте советы только тех экспертов, которые сами являются материально обеспеченными, и квалификация которых подтверждается их собственным опытом и достижениями. Закон приумножения богатства. Правильно размещайте свой капитал, дайте ему увеличиваться, и вы станете богатым. Способность капитала расти и приумножаться по праву считается одним из самых больших чудес в социальной истории человечества. Альберт Эйнштейн полагал, что это самая мощная движущая сила экономики. Когда ваши деньги работают в течение долгого периода времени, они увеличиваются больше, чем вы можете себе представить. Кто-то подсчитал, если бы во времена Христа 2000 лет назад можно было вложить $1 под 3% годовых, то сегодня он превратился бы в астрономическую сумму, равную половине всей мировой денежной массы. Если деньгам позволить расти и удваиваться, а затем удваиваться снова и снова и снова, то $1 превратится во многие триллионы. Чтобы определить, за какой период времени ваш капитал удвоится, вы можете использовать правило 72. То есть надо просто разделить число 72 на размер вашей процентной ставки. Например, если ваш вклад приносит 8% годовых, разделите 72 на 8, и вы получите 9. Это означает, что вам потребуется 9 лет, чтобы удвоить свою сумму. Закон приумножения богатства имеет важное следствие. Капитал будет увеличиваться быстрее, если останется неприкосновенным. Его можно пополнять, но нельзя уменьшать. Как только ваши накопления начинают расти, вы никогда не должны касаться их или тратить на какие бы то ни было цели. Если вы сделаете по-другому, то прервете цепь приумножения. И хотя сегодня вы потратите только маленькое количество, вы упустите ту огромную сумму, в которую оно могло вырасти позже. Начинайте формировать свой неприкосновенный фонд как можно раньше. Последовательно пополняйте его и никогда не используйте. Ваш капитал будет увеличиваться в геометрической прогрессии, и это чудо, в конце концов, сделает вас действительно богатым. Например, обычный человек, имеющий средний доход, который откроет вклад под 10% годовых и будет добавлять на него по $100 в месяц, начиная с 21 года и до 65 лет, выйдет на пенсию с собственным капиталом $1 118 000. Откройте пополняемый депозитный счет и ежемесячно кладите на него определенную сумму в течение 5, 10 или даже 20 лет. Выберите надежный банк или инвестиционную компанию и заставьте ваши деньги работать месяц за месяцем и год за годом. 16-й закон – закон накоплений. Каждое большое финансовое достижение складывается из сотен маленьких усилий и жертв, которых никто никогда не видит и не ценит. Достижение финансовой независимости требует огромного числа маленьких усилий с вашей стороны. Чтобы разбогатеть, вы должны быть целеустремленным и упорным, поддерживать дисциплину в своих финансовых решениях в течение очень долгого времени. Первоначально вы будете видеть очень небольшие изменения, но постепенно ваши усилия начнут приносить плоды.
вы станете более состоятельным, более обеспеченным, чем окружающие. Ваш заработок будет только увеличиваться, и ваша жизнь в целом улучшится. Ваш счет в банке будет расти, а ваши долги исчезнут. Первое следствие закона накоплений. Главное – начать делать деньги. Это станет мощным импульсом, который поведет вас наверх все быстрее и быстрее. Самое трудное – сделать первый шаг. Дальше будет уже значительно легче. Больше всего усилий и энергии требуется на то, чтобы преодолеть инерцию или лень и действительно начать движение к финансовому благополучию. Именно этот импульс, этот первый задел является залогом вашего будущего успеха. Второе следствие этого закона. Шаг за шагом можно преодолеть любое расстояние. Если вы поставите перед собой задачу ежемесячно экономить 10 или 20% вашего дохода, то сначала вы подумаете, что это невозможно по многим причинам. Может быть, у вас много долгов. Вы и так тратите все, что зарабатываете до последнего доллара, только для того, чтобы удержаться на плаву. Однако, если вы окажетесь в подобной ситуации, начните экономить только 1% вашего дохода. Откладывайте его в копилку, а лучше на специальный счет, к которому вы не будете прикасаться. Всякий раз, когда вы получаете дополнительную сумму денег, когда вы что-нибудь продали, неожиданно получили премию или вам вернули старый долг, поместите эти деньги на ваш сберегательный счет, вместо того, чтобы потратить их. Эти отдельные, маленькие вложения в сумме дадут результат, который вас удивит. Когда вы научитесь экономить 1%, начните откладывать 2%, потом дойдете до 3-5% и так далее. В течение года вы избавитесь от долгов и сэкономите 10-15% вашего дохода безо всякого ущерба для привычного вам образа жизни. 17. Закон магнетизма. Чем больше денег вы уже имеете, тем больше их придет к вам в дальнейшем. Этот закон объясняет причины успеха и неудачи в финансовых делах. Он наглядно показывает, как возникает богатство, как создавались все состояния в истории. Деньги притягиваются туда, где их любят и уважают. Чем больше положительных эмоций вы связываете с вашими деньгами, тем больше вероятность, что вы разбогатеете. Первое следствие закона магнетизма. Ваше желание разбогатеть притягивает деньги, подобно тому, как магнит притягивает металлическую стружку. Независимо от того, какой у вас сейчас заработок, крайне важно начать копить деньги. Положите хотя бы несколько монет в копилку. Эти деньги, намагниченные вашими желаниями и надеждой, начнут привлекать к вам новые деньги намного быстрее, чем вы только можете себе вообразить. Второе следствие этого закона – деньги должны делать деньги. Как только вы начнете копить деньги, у вас будет появляться все больше возможностей увеличить свой капитал, и вы сможете зарабатывать все больше и больше. Поэтому так важно, чтобы вы начали, пусть даже с самой маленькой суммы. Вы будете поражены тем, какой результат может получиться. Найдите время и каждый месяц, каждую неделю, каждый день анализируйте ваше финансовое положение. Ищите способы распорядиться вашими деньгами более разумно. Чем больше времени вы размышляете о ваших финансах, тем лучше становятся ваши решения. И чем чаще вы думаете о ваших сбережениях и вложениях, тем больше они увеличатся. 18-й закон – закон ускорения. Чем быстрее вы продвигаетесь к финансовому благополучию, тем быстрее оно приходит к вам. Чем больше в лес, тем больше дров. Необходимо начать сколачивать капитал.
и у вас будет появляться все больше новых денег, а ваше состояние станет разрастаться, словно снежный ком. Большинство из тех людей, кто сегодня богат и успешен, в прошлом имели опыт чрезвычайно тяжелой и малоприбыльной работы. Некоторым пришлось ждать многие годы, прежде чем они смогли чего-то добиться. Но как только вы добьетесь первых успехов, перспективы роста начнут открываться перед вами с самых разных сторон. Основная проблема, которая стоит сегодня перед успешными предпринимателями, сориентироваться в бесчисленной массе возможностей заработать деньги и отобрать наиболее выгодные из них. То же самое будет и у вас. Следствие закона ускорения. 80% успехов в жизни человека приходится на последние 20% его усилий. Это удивительное открытие. Только подумайте, первые 80% времени и денег, которые вы вложите в свою карьеру и развитие, принесут вам только 20% жизненного успеха. Зато последние 20% усилий принесут вам оставшиеся 80% богатства и влияния. Петер Линч, бывший директор инвестиционного фонда Magellan Mutual, одного из самых успешных в истории, вспоминал, что лучшие инвестиции, которые он когда-либо делал, были долговременными. Он часто покупал акции компаний, которые не увеличивались в цене в течение нескольких лет. Потом полоса спада у этих компаний прекращалась, и курс их акций повышался в 10 или даже в 20 раз. Такая стратегия выбора акций, рассчитанная на длительный срок, в конечном счете сделала Линча одним из самых успешных и самых высокооплачиваемых финансовых менеджеров в Америке. 19-й закон – закон фондовой биржи. Стоимость акций определяется разницей между их нынешней ценой и предполагаемой ценой на них в будущем. Акция представляет собой долю собственности компании. Она дает ее владельцу право на все выгоды и риски предприятия, его прибыль и убытки, увеличение или снижение продаж, умелое или плохое управление, высокое или низкое качество выпускаемых товаров. Когда вы покупаете акции, вы инвестируете некоторую сумму денег в определенную компанию и заключаете пари, что их возвращение принесет вам больше прибыли, чем вы могли бы заработать на гарантируемых инвестициях типа облигаций или банковских вкладов. Покупка акций представляет собой форму азартной игры, потому что и будущее компании, и ценность акций непредсказуемы. Они зависят от бесчисленного множества рыночных факторов, таких как собственные успехи и действия конкурентов, спекулятивные игры и изменения курсов валют, политические события, природные катастрофы и многое другое. Первое следствие закона фондовой биржи. Быки получат деньги и медведи получат деньги, а вот свиньи будут зарезаны. Как известно, на бирже есть быки и медведи. Быки грамотно вкладывают капитал в недорогие акции, затем дожидаются повышения их стоимости и выгодно продают. Существуют также медведи, брокеры, которые играют на понижение курсов, чтобы дешево скупить ценные активы и затем перепродать их по более высокой цене. Но есть жадные дилетанты, свиньи, которые хотят получать большую прибыль просто так и почти всегда проигрывают. Более 70% торговцев на бирже – это люди, которые появляются на рынке случайно. Они теряют деньги и тут же выходят из игры, причем многие из них теряют все свои деньги. Второе следствие этого закона – долгосрочное инвестирование в фондовую биржу – лучший способ обеспечить себе финансовое благополучие.
Например, на американских фондовых рынках ценность продаваемых акций за последние 80 лет увеличилась в среднем на 11%. В результате человек, который в возрасте 20 лет начал вкладывать по $100 в месяц и получал в среднем по 10% прибыли в год, ушел на пенсию с собственным капиталом в более чем $1 миллион. Третье следствие закона. Общий рост средней стоимости акций в конечном итоге обогащает их владельцев. На бирже очень трудно правильно подгадать время. Даже для самых опытных брокеров практически нереально равным образом удачно покупать акции, когда цены низки, и выгодно продавать их, когда цены высоки. Лучше покупать акции известных, солидных компаний, продукция которых всегда пользуется большим спросом, а затем держать эти акции для дальнейшего роста. Четвертое следствие. Фондовая биржа управляется профессионалами. Каждая покупка акций означает, что кто-то другой эти самые акции продает. Человек, покупающий акции, ставит на то, что они увеличатся в цене. Человек, продающий акции, ставит на то, что они снизятся в цене. Любая покупка и продажа акций – ценовой поединок, в котором каждый из участников убежден, что он поступает мудро, а его соперник ошибается. Однако опытные биржевые игроки – это профессионалы, которые занимаются этим в течение 50-60 часов каждую неделю и ошибаются редко. Поэтому самый безопасный вариант ваших действий – вложить капитал в паевой фонд, который равномерно распределяет свои активы и лучше приспосабливается к изменениям рыночной конъюнктуры. Все последние годы доходность паевых фондов уверенно растет. 20-й закон. Закон недвижимости. Истинная ценность недвижимого имущества – это его будущая стоимость. Самый лучший вариант – использовать любую собственность, получить за нее впоследствии максимально высокий доход. Недвижимость сама по себе может быть и не нужна ее владельцам, но если ее денежная стоимость растет, это хорошее вложение капитала. Есть миллионы гектаров земли, которые никогда не будут иметь никакой реальной ценности. Например, земля в пустыне не может быть облагорожена и не может иметь экономического будущего. Она не может обеспечить удовлетворение каких-либо человеческих потребностей и поэтому никогда не принесет никакого дохода. Во многих больших городах мира ценность недвижимости снижается и, вероятно, больше уже не поднимется. Нередко люди продают свои дома и квартиры дешевле, чем когда-то за них заплатили. Это происходит потому, что жилье стареет и ветшает, снижается престижность районов и так далее. Первое следствие закона недвижимости. Вы осознаете ценность вашей собственности только тогда, когда продаете ее. Это очень важно понимать. Покупая что-либо по справедливой рыночной цене, вы, скорее всего, думаете, что сможете продать это на тех же условиях. Многие люди считают, что они обязательно получат прибыль, когда продадут свою недвижимость, независимо от того, когда они ее купили и по какой цене. Тщательно проанализируйте, как в перспективе может измениться стоимость вашего имущества. Кроме того, очень важно правильно выбирать момент для покупки и продажи. Только так вы сможете приобретать имущество дешевле, а продавать его впоследствии значительно дороже. Второе следствие этого закона. Выбирая участок недвижимости, учитывайте место его расположения. Каждый дом или участок земли по-своему уникален. Он имеет свои отличительные особенности, характерные только для него. Старайтесь приобретать недвижимость в самых лучших местах. Это будет иметь решающее влияние на будущую стоимость этой собственности и позволит вам заработать на ней. Третье следствие закона – цена недвижимости определяется уровнем экономического развития региона. Когда вы покупаете землю или дом, именно вы выбираете место, соседство, окружающую обстановку, и только от вас зависит, выгодно или нет вы вложите свой капитал. В среднем цена недвижимости увеличивается в 2 раза по сравнению с ростом инфляции.
Понятно, что если вы имеете собственность в быстрорастущем, развитом регионе, вы практически гарантируете себе в будущем увеличение ее ценности. Быстрее всего недвижимость дорожает в тех городах и районах, где создано много рабочих мест и достигнут высокий уровень жизни. Например, сегодня в Санта-Кларе, в районе знаменитой Силиконовой долины, где сосредоточено производство высокоточной электронной техники, ведется бурное строительство жилых зданий и промышленных сооружений в стиле хай-тек. Активно развивается современная дизайн-архитектура. В результате цена недвижимости там за несколько лет увеличилась в десятки раз. Самые важные факторы, определяющие ценность недвижимого имущества, уровень деловой привлекательности и экономический потенциал региона. В тех районах, где стоимость любого имущества неуклонно увеличивается, покупка недвижимости – один из лучших способов вложения капитала. 21-й закон – закон интернета. Интернет стал универсальным средством глобального информационного обмена. Масштабная технологическая революция, стремительное развитие интернета позволили многократно увеличить скорость, с которой заинтересованные стороны могут теперь передавать и получать жизненно важную для себя информацию. Все современные технические достижения еще больше повышают качество и надежность коммуникации. Интернет в наши дни является также важнейшим элементом мировой экономики. Деловая жизнь в значительной степени переместилась в сеть. Первое следствие закона интернета. Существует 3 слагаемых для успешного бизнеса в интернете: быстро, дешево, просто. Сегодня люди очень спешат, стараются сберечь свое время и деньги. Поэтому каждый хочет получить то, что ему нужно, по минимальной цене, сразу и с самым большим удобством. В интернете наиболее успешны те компании, которые предлагают продукты и услуги быстрее, дешевле и легче, чем их конкуренты. Причем для того, чтобы компания могла выжить и процветать в сети, все эти 3 условия должны выполняться одновременно. Второе следствие закона интернета. Ценность компании в интернете зависит от ценности информации, которую она предоставляет. Наибольшего успеха в интернете добиваются те компании, продукция которых пользуется большим спросом у клиентов, или те, которые предлагают самую свежую и актуальную информацию. Большинство же компаний предлагает в интернете информацию, товары и услуги, которые имеют ограниченный спрос и ценность, а интересны только небольшому количеству потенциальных покупателей. Третье следствие закона интернета. Действительно ценна только та информация, за которую люди пожелают платить. Сегодня, используя интернет, вы можете быстро найти сведения о самых разнообразных товарах. Множество сайтов предлагают открытую информацию, доступ к ней совершенно свободен. Поэтому в интернете чрезвычайно трудно продать информацию. Конкуренция в сети является настолько жесткой, что компании должны выкладывать огромное количество информации для того, чтобы только привлечь посетителей сайта, которые могут заинтересоваться и что-нибудь купить. Единственное, что вы получаете за бесплатные услуги других, необходимость оказывать еще больше бесплатных услуг. Четвертое следствие закона интернета. Компания сможет выжить в интернете только в том случае, если будет продавать достаточное количество товаров и услуг. Любой фирме необходим оборот продаж и быстрый возврат капитала. Однако в интернете сегодня конкурируют миллионы компаний, и затраты на привлечение каждого клиента составляют в среднем $250. Компания возместит эти затраты только тогда, когда клиент сделает несколько покупок. До тех пор, пока этого не произойдет, компания вынуждена будет работать без оборота и без прибыли. Теперь выделим самое главное.
Существует 4 ключевых условия, выполнив которые вы сумеете обрести финансовое благосостояние и никогда не будете нуждаться в деньгах. Первое. Заработаете так много, как только вы можете заработать. Старайтесь превзойти всех, кто вас окружает. Стремитесь, чтобы вам платили за вашу работу как можно больше. Второе. Сохраните столько, сколько вы можете. Помните, в будущем вы можете рассчитывать не на те деньги, которые вы зарабатывали, а на те, которые вы сохранили. Большинство людей до сих пор продолжает разбазаривать все свои деньги, импульсивно и бездумно тратя все, что они получают. Не позвольте такому случиться с вами. Третье условие. Уменьшите ваши затраты на проживание. Ищите возможность сэкономить практически во всем, что вы делаете. Покупайте менее дорогие вещи. Если предстоит важная покупка, планируйте ее заранее и приобретайте на самых выгодных для себя условиях. Все богатые люди очень бережливы в своих личных расходах, поэтому они и стали богатыми. Наконец, четвертое. Вовремя и умело инвестируйте свои капиталы и заставляйте их расти как можно быстрее. Помните, деньги должны делать деньги. Богатство обязательно приумножится, если позволить ему расти и регулярно его пополнять. Экономя и вкладывая от 10 до 20% вашего дохода каждый месяц, вы сможете стать богатым через несколько лет. Сегодня замечательное время для того, чтобы разбогатеть. У вас есть все возможности много заработать и накопить большое состояние. Не теряйте свой шанс. Используйте его в полной мере. Повторите все перечисленные законы, все 21, и начинайте применять их в вашей жизни. И вы станете богатым. Удачи!